Все свое. Ограничение поставок продукции из-за пределов страны уж точно даст серьезное подспорье для развития собственного сельского хозяйства. Так, крепкие хозяйственники из Усть-Куломского района снабжают мясом, молоком и хлебом ближайшие поселения и даже другие муниципалитеты. Между тем, многие из них готовы расширяться и увеличивать ассортимент. Так, в районе впервые начали выпускать колбасу. Павел Королев специально выехал в Усть-Кулом, чтобы оценить ее вкус. Ни свет ни заря, а в небольшой магазинчик со звучным названием «Саша» уже привезли свежее молоко из Ульянова. Можно сказать, только из-под коровы. Оно пожирнее городского, да и свое всегда вкуснее, отмечает продавец Любовь Кузнецова. Поэтому покупатели голосуют рублем за местных производителей. К тому же есть из чего выбирать, да и цены особо не кусаются. Нам привозят молоко из Ульянова. Из Дона пельмени, котлеты, голубцы, горячий хлеб и свежую выпечку из Азьяга и Кибаньоля. Все свое, к тому же очень вкусное, люди быстро все раскупают. Молоко собственного хозяйства в Ульяново привозит Елена Тарабукина. Молочка она обеспечивает не только усть-куломские магазины, но и другие села района, а еще Сыктывкар. Только по городу около 20 точек. Уже совсем скоро фермер планирует запустить молочный цех и заняться еще и производством сыров. В прошлом году мой супруг отучился на сыровара. Давно уже об этом мечтал. Подали заявку на народный проект, выиграли его, и теперь собираемся открыть цех по производству сыра. Государство выделило 940 тысяч рублей, своих средств 460 тысяч. Цех обойдется где-то в 500 000, плюс оборудование. К концу мая хотим его достроить, тогда же обещали привезти оборудование. Еще одна точка притяжения гурманов и тех, кто выбирает наше – небольшой рынок в центре Усть-Кулома, который работает 2 раза в неделю. Здесь находится настоящий рай мясоеда. Местные фермеры поставляют свою продукцию каждую неделю, поэтому здесь всегда готовы предложить сочный кусок мяса или домашние пельмени и котлеты. Ну а о местной тимушевской колбасе, которую назвали в честь руководителя хозяйства, здесь слагают легенды. К сожалению, наша съемочная группа на прилавках ее не застала. Уж очень быстро разбирает. Остались только купаты от того же хозяйства. К слову, производство колбасных изделий здесь запустили недавно. Однако они уже успели завоевать сердца и желудки покупателей. Большим спросом пользуется наша колбаса. Делаем ее только 3-ю неделю, но уже есть большой спрос. Покупают, потом через пару дней снова приходят, спрашивают. Но производство очень сложное, рабочих рук не хватает. Поэтому всем не хватает, очень быстро разбирают. Здесь же молоко, масло и мягкий сыр реализует местный молокозавод. К слову, в ближайшее время предприятие намерено переехать в новое здание и существенно увеличить ассортимент молочки. Планируем увеличить ассортимент. Скорее всего, появится на прилавке сметана, кефир. Кефирный напиток, скорее всего, йогурт, возможно, и, может быть, будет какая-нибудь творожная масса. У нас строится модульный цех, новый, оборудование будет в комплекте, заказано. Буквально в мае уже этот модуль поставят в Усть-Кулом, поставка произойдет, и, скорее всего, в июне уже перейдем полностью туда и начнем производить, расширять ассортимент. В расширении ассортимента заинтересованы почти все крепкие хозяйственники. Район буквально перенасыщен сырым молоком. Далеко за пределы муниципалитета его не увезешь, поэтому важно перерабатывать его на месте. Главное отличие нашего района от других муниципалитетов – это то, что у нас очень развита переработка. Это вынужденная мера. Район большой, логистика очень сложная. Например, из-за плохой дороги очень сложно доехать до Помоздина, а молоко такое расстояние не выдержит. Поэтому прямо на месте из молока делаем различную продукцию. Так молочные цеха работают в Пожиге, Помоздино и Усть-Куломе. А еще Усть-Куломский район интересен тем, что здесь очень сильно развита сельхозкооперация. Местные аграрии уверены, один в поле не воин, тем более в условиях сурового климата и отдаленности от транспортных артерий. Стоит выделить, наверное, Усть-Куломский кост. Сегодня здесь достаточно много активных фермерских хозяйств. Более того, они объединились сегодня в кооператив. Этот кооператив сформирован вокруг
ООО «Усть-Куломская МТС» и все ближайшие фермерские хозяйства. Тарабукина Елена Евгеньевна, которая себя тоже очень активно проявляет. Она в свое время выиграла грант по линии семейной фермы. У нее более 80 голов крупного рогатого скота. И вот Епов Леонид Юрьевич, тоже в самом Усть-Куломе, и Тимушев Сергей Алексеевич из Дона. Это 3 крупнейшие фермы, которые по нашему замыслу должны снабжать молоком для переработки МТС. В итоге для фермеров гарантированный сбыт и маленькое плечо доставки, а для молокозавода бесперебойная поставка качественного молока. А это значит, что местные аграрии смогут накормить молоком свой район, а может даже и всю республику. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Усть-Кулом.